Выходить из дома опасно для здоровья. На Уфу обрушился ледяной дождь, который превратил город в каток. На борьбу с гололедом вышли сотни коммунальщиков. Наш корреспондент Радмир Азнабаев пообщался с первыми жертвами непогоды, а также готов рассказать, во что превратились уфимские улицы. Сегодня жителям Уфы погода преподнесла сюрприз. Приятным его не назовешь. А ночью выпали осадки, и под утро все это дело подморозилось. И теперь столица республики превратилась в самый большой открытый каток. Тротуары Уфы сегодня подходили больше для соревнований по бобслею, а не для пеших прогулок, говорят сами горожане. Аккуратно, небольшими шагами люди шли, опираясь друг на друга, либо на стены домов, чтобы остаться целыми. Ожидаемо в травмпунктах сегодня наблюдался небывалый ажиотаж. Там и ушибы, и переломы есть, по-разному. И вот они приходят в основном так, поэтому ажиотаж. Ходите аккуратно, зимнюю обувь, никаких каблуков, внимательно, не торопиться, смотреть под ноги. Гололедица сегодня застала немало людей врасплох. Уфимка Рима Акбулатова сегодня планировала пойти в гости, но не успев выйти из подъезда, оступилась. Итог: ушиб головы и перелом руки. Я упала кубарем с крыльца. Черепок засняли, и руку сняли, уже, наверное, травма какая-то есть серьезная. Просто так не отправить на рентген. Я даже хорошо отделалась, да. Могло бы быть и хуже, я так думаю. После осмотра в травмпункте стало понятно, что ближайшие 2 недели она проведет на больничной койке. А вот история Альберта Рианова еще серьезнее. Последнее, что он помнит, как выходил из продуктового магазина. А далее уже всем известный сценарий. Упал, очнулся, гипс. В себя уфимец пришел только в карете скорой помощи. И сразу же упал. Сильный удар, и все. Здесь очнулся. С самого утра коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. На линии до сих пор находятся свыше 200 единиц техники и столько же сотрудников. Они обработали дороги противогололедным составом, а ближе к вечеру обещали очистить тротуары от ледяной корки. Сегодня за ночь было вывезено около 13 тысяч тонн снега. То есть работа это проводится. Сейчас все службы района, также города по благоустройству занимаются подсыпкой всех территорий, в том числе общеобразовательным учреждениям. И надо отметить, эта работа будет проводиться в круглосуточном режиме. Республиканская МЧС и синоптики Башгидромета сообщили, что гололед сохранится, ведь столбик термометра снова опустится до минус 5 градусов. И все, что выпало и растаяло за сегодня, замерзнет уже к завтрашнему утру. Радмир Азнабаев и Дан Хамитов. Новости Уфа.